90-91 годах на территории Союза Советских Социалистических Республик шел победным маршем парад суверенитетов. Это когда независимость провозглашали союзные и автономные республики. Именно тогда союзные и почти все автономные республики приняли декларации о суверенитете. Давайте посмотрим хронологию парада суверенитета. 90-й год. 19 января Нахичеванская ССР. В тексте написано АССР. Но если суверенитет объявлен, о какой автономии может быть речь? 11 марта Литовская ССР. 12 июня РСФСР. Запомните. 30 августа Татарская ССР. 27 ноября Чечено-Ингушская ССР. Продолжать не буду. Сейчас меня интересует только РФ и ЧИР. РСФСР первой объявила суверенитет. Так чего она хотела от субъектов? Кстати, слово «субъект» латинского происхождения. Означает оно лежащий внизу, подчиненный, подданный. И после такого названия кто-то еще будет говорить о равноправии всех субъектов? С кем? Ну, надоело субъектам подчиняться центру. Решили удалиться. Мирно и без паники. Точно так же, как сама РСФСР удалилась. 30 августа, если помните. 12 июня, если помните. На этом бы успокоиться, подумать о себе, любимой, и стать, наконец, современной страной с развитой экономикой и высоким уровнем жизни. Ведь, по мнению ее граждан, именно республики грабили Россию, а она, исключительность своего человеколюбия, всех кормила. Но если всех кормила, не логичнее ли выкинуть за борт такой неудобный балласт и жить дальше счастливо? Но так жить скучно. И РСФСР, которая потеряла 3 буквы и подчиненные территории, стала спешно собирать федерацию. Имперцы скажут осколки былого величия, но в этих осколках судьбы живых людей. Центры никогда не интересовали люди. Не буду касаться причин желания возродить империю. Это отдельная, слишком глубокая тема. Просто напомню некоторые факты, которые почему-то все дружно забыли. Посмотрим в Википедии статью по теме «Федеративный договор». История. Предшествующие события. В 1991 году республики перестали быть автономными. Некоторые автономные области приобрели статус республик. В течение 1992 года происходило переименование многих регионов, а также обновление самой федеральной структуры России. Это доказывает, кстати, обновленная редакция Конституции Российской Федерации от декабря 1992 года. Глава 7, статья 71. В Российской Федерации состоят Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия и так далее. Не буду все перечислять. Вот здесь в конце Чеченская Республика. К экономическим проблемам в начале 90-х добавились политический кризис. В некоторых регионах России после распада СССР усилились сепаратистские настроения. Это при том, что сама РСФСР третьей вышла из СССР, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Так в Чечне не признавали суверенитет России на ее территории. Думаю, тут слово «суверенитет» должно рассматриваться как верховная власть с господством. В Татарстане собрались вводить собственную валюту и отказались платить налоги в республиканский бюджет. Наверное, это было ощутимо для бюджета. Только этим я могу объяснить страсть империи к завоеванию земель. Борису Ельцину удалось убедить глав регионов подписать федеративный договор. Татарстан не подписал федеративный договор, и с ним были начаты длительные переговоры. В результате этих переговоров в 1994 году был заключен договор о разграничении предметов ведения между органами государственной власти РФ и Республики Татарстан, взаимно делегировании полномочий. Значит, с предшествующими событиями мы закончили. Переходим теперь к разделу подписания договора. Читаю.
31 марта 1992 года республики Российской Федерации, за исключением Татарстана и Чечено-Ингушетии, Ичкерии в скобках. Кстати, если кому интересно, тогда не было Чечено-Ингушетии. 30 ноября 1991 года в ингушских районах прошел референдум и образовалась новая республика Ингушетия. В названии республики ЧР Ичкерия появилась позже, в 1994 году. Ну, продолжим. Руководствуясь декларацией о государственном суверенитете РСФСР, думаю, опять ляп. Если РСФСР вышла из СССР, какая она союзная и социалистическая? Подписали договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации. Это было необходимо для урегулирования конфликта между общероссийским законодательством и декларациями о государственном суверенитете республик в составе Российской Федерации. То есть федеративный договор между Чеченией и РФ подписан не был. Конфликт между общероссийским законодательством и декларацией о суверенитете Чечении не урегулирован до сих пор. Тогда какой порядок Российская Федерация, конституция которой принята лишь в 1993 году, ринулась восстанавливать соседнюю независимую страну, принявшую свою конституцию 2 марта 1992 года? Это могло значить только одно – военную интервенцию и дальнейшую оккупацию независимой страны. Я нашла в интернете проект договора между Российской Федерацией и ЧР 2005 года. Договор должен был быть подписан сроком до 2015 года, но почему-то так и остался в проекте. То есть состояние оккупации продолжается до сегодняшнего дня. Так ведь получается? Вот этот договор. Российская Федерация и Чеченская Республика, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики и Федеративным законом об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов власти субъектов РФ, стремясь к дальнейшему развитию федеративных отношений, исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, принципов равноправия, добровольности, полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Чеченской Республики закреплены в Конституции Российской Федерации и Конституции Чеченской Республики, учитывая масштабы и степень материального и морального ущерба, нанесенного в ходе военного конфликта народу Чеченской Республики, и что важнейшими целями взаимодействия в преодолении его последствий является стабилизация общественно-политической ситуации, ускорение процесса восстановления и развития экономики и социальной инфраструктуры и необходимость восстановления прав репрессированных народов в целях обеспечения территориальной целостности и единства экономического пространства Российской Федерации, договорились о ниже следующем. Один пункт мне нравится. Выплачивает житель республики причитающуюся каждому из них долю от приватизации государственного имущества Российской Федерации с учетом цен по состоянию на 1 января 1993 года, то есть соответствующей индексации. Жители Чечении так и не получили долю от приватизации, что косвенно тоже подтверждает суверенитет Чечении и состояние оккупации. 8-я статья несостоявшегося договора меня умилила. Правительство Российской Федерации и правительство Чеченской Республики формируют постоянно действующую совместную рабочую группу по розыску без вести пропавших с 1991 года лиц, разрабатывает и осуществляет специальную систему мер, охватывающую все электронные и печатные средства массовой информации по искоренению мифического образа чеченца-злодея, необоснованно внедренного в сознание российской и мировой общественности, пресекает любые действия и бездействия, ущемления прав и свободы человека и гражданина,
как представляющие угрозу стабильности, единству и целостности многонационального российского государства. Ну, если убрать миф, люди увидят сразу образ реального злодея, того, кто завоевал, оккупировал и уничтожил. Понятно, почему этот договор так и не подписали.